Рахмат, саламаттару, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Я хотел бы обратиться к республиканскому штабу. Объясните, пожалуйста, для чего нам сейчас уже посты? Что они контролируют? Непонятно. Какими термометрами они пользуются, тоже не ясно. Температуру постоянно показывают разную. Выявляют ли они коронавирусных больных? Не лучше ли контролировать непосредственно людей, которые находятся в помещениях, в кафе, магазинах, других пунктах общественного заведения и так далее? На этих постах образуются большие, огромные пробки. Есть случаи, когда на некоторых постах за деньги пропускают. Для чего? Просто непонятно. Мы уже пустили маршрутки, разрешили уже некоторые виды деятельности. Эти посты все равно не останавливают. Люди с регионов перемещаются, надо откровенно об этом говорить, и в город, и обратно из города в регионы. Большая просьба. Ну, уже, наверное, по постам надо принимать решения. Вон, в Казахстане уже тоже принимают решения. Мы же любим копировать. Второй момент. Я уже знаю 2 случая, когда частные детские сады просто были вынуждены закрыться. Из-за чего? Из-за того, что они просто не смогли оплачивать аренду помещений. Если мы будем дальше запрещать, то многие частные детские сады закроются, а это ударит по карманам простых людей. Поэтому у меня большая просьба все-таки разрешить частные детские сады, государственные детские сады, разрешить вот эти маленькие курсы, автошколы, учебные курсы. Мы же все равно разрешили собираться не более 50 людей в кафе. Вот здесь смысл запрета вообще не ясен. Да? Почему в кафе можно собираться 49 человек, а нельзя, допустим, в автошколе работать? Или детям нельзя почему там находиться в детском саду? Ну, логичности нет. Поэтому большая просьба, ну уже соберитесь, примите решение. Спасибо. Рахмат.